В Интинском районе начали запасать топливо на грядущий отопительный сезон. Вопрос стоит на особом контроле у руководства городского округа. Зимник к отдаленным поселениям открыли в конце января, а значит, теперь можно смело заниматься подготовкой к зиме. Уголь уже завезли в Косьювом и Петрунь. Александра Головина передает из Инты. На балансе теплоэнергии 7 котельных городского округа. Все они отапливаются с помощью угля. На структурные объекты компании в черте города топливо можно подвести в любое время года. Чего не скажешь про котельные отдаленных сел, отапливающие соцобъекты и многоквартирные дома. Сюда уголь доставляют большегрузы только по зимнику. 15 февраля была отправлена первая большая партия угля. Несколько большегрузных машин поехали в села Косьювом и Петрунь. Вчера у нас уже был первый рейс. Первая машина уехала у нас в Петрунь. Сегодня 18 тонн мы завозим в Косьювом и 33 тонны в Петрунь. Опыт работы уже подобный у нас есть. В этом году мы выиграли аукцион у тепловой компании. Будем завозить уголь по контракту. Поставляют топливо из Кемерово. Эту партию закупили еще в прошлом году. Вскоре ожидается большая поставка. На сегодняшний момент ждем еще отгрузки в 25 вагонов, в том числе объема и для зимнего завоза, и для потребностей городских котельных. Закрываем потребность в полном объеме, работаем по плану, без срывов. Зимник здесь обычно функционирует до середины весны. За это время уголь в котельный должен поступить в полном объеме. Запас формируют на будущий отопительный сезон. В удаленные села планируется завести 1300 тонн. Это село Косьювом и 250 тонн село Петрунь. Также в Абисе осуществляется железнодорожными поставками в районе около 1500 тонн. Вопрос своевременного завоза угля в отдаленные села стоит на особом контроле руководства округа. На его решение осталось меньше 2 месяцев. Многое зависит сейчас от погодных условий. В общей сложности подрядная организация поставит в отдаленные населенные пункты 1500 тонн угля. Александра Головина, Наталья Думих, Евгений Михалкович. Телеканал Юрган, Инта.